Эти три картины представляют начало профессиональной живописи Бурятии. Почти каждая скоро отметит свой столетний юбилей. Одна из самых ранних работ – это картина Царинджапа Сампилова. Нарисовал он ее в 1925 году. В работе нашего режиссера как будто мы переносимся в прошлое, а автор снова начинает ее рисовать. Булат Махатов – режиссер проекта, сам как художник, но в фотошопе. Оживляет картины поэтапно, выделяет все детали – облака, горы, юные борцы. Оставляет только фон, пустоты дорисовывает кистью. Переключая на вид виртуальной камеры, и получается, что он вот то, что она видит. Но для объема нужна и музыка. Шум волн, пение птиц, и их еще сложнее передать через атмосферу прошлого. Именно эта картина прославила Романа Мордыгеева, основателя Союза художников Бурятии. Его работы хранятся в Национальном музее, некоторые в частных коллекциях. И вот движущиеся облака настолько вот расширяют пространство. Художник передал ощущение как бы того, что диалог с небом состоялся. Для анимации музей предоставил 21 полотно разных годов и жанров. Работа Ивана Аржикова называлась «Шаман не лечит, а калечит». Сейчас его сократили. Художник написал картину в 1930 году, во время гонений буддистов и всех служителей культа. Работа хоть и заказная, в точности передает быт иркутских бурят. Но прочитать замысел автора с первого раза практически невозможно. Для меня эта картина, она вообще до сих пор загадка. Почему-то я был уверен, что больной вот этот мальчик в колыбельке, перед ним вот этот сидит его братик с таким грустным или злым лицом. Потом я прочитал про эту картину. Оказалось, что больная это... Вот эта хозяйка. Пришлось мне переделать эту картину немножко. Менять пришлось и картину Сампилова «Табунщики». На первый взгляд двое мужчин следят за лошадьми и говорят о чем-то важном. Но история меняется, как только замечаешь. У пожилого товарища нет ноги. Диалог превращается в поучение. Это фрагмент жизни, понимаете? Вот он такой, вот художник рисовал, и вот раз она жила, вот то, что увидел художник. Художник же не видит немую картину. Он видит с шумом, женщины поют, там, собачки лают. Вот фрагмент такой. Что-то движется неизбежно там шаманов. И ты вот глазами художника будто бы это смотришь. Вот это интересно. Аригус подготовил проект при поддержке Министерства культуры Бурятии. Ожившие полотна представят в Москве. В зале Кремля установят экраны высотой в 1,5 метра. На выставке покажут не только картины, но и скульптуры бурятских мастеров. Улан-Удэнцы первый анимационный ролик увидят уже в дни Сагалкана. Остальные будут в прокате в течение всего года. Саюна Бухаева, Виктор Агафонов, телекомпания «Аригус».